Но еще до начала экзаменов школьники из Чувашии успеют съездить в Тверскую область. На следующей неделе под Оржевом откроется международный военно-исторический лагерь «Калининский фронт». За 2 недели экспедиции ребята намерены поднять и захоронить останки советских солдат и собрать новые экспонаты для военных музеев. Прежде чем отправиться на место сражения, участники поискового отряда встретились с героями войны. В Музее воинской славы за круглым столом ветераны рассказали о своей жизни в горячих точках. Здесь нам рассказывали о том, как наши прадеды, деды, наши земляки из Чувашской республики воевали, о том, какой вклад они внесли в нашу победу, общую победу и конкретно нашей республики, о том, как мы должны гордиться ими и что мы должны продолжать их дело. На раскопки делегация из Чувашии поедет уже в 4-й раз. В отряде есть как новички, так и уже опытные поисковики. Ученик 4-й гимназии Андрей Смелов – один из них. Он уже дважды принимал участие в экспедиции. В 2015 году поисковому отряду «Память» удалось обнаружить 7 бойцов. Мы берем металлоискатель, проходим, так называемым, прозваниваем землю. Если мы что-то находим, мы обязательно берем поисковый щуп, такая длинная, так скажем, палочка металлическая, и мы прощупываем землю. Там при наткновении какой-нибудь металлический предмет на стекло, на дерево, это все характерно звучит, и мы можем понять, что там находится. Руководить отрядом на экспедиции будет начальник управления образования столичной администрации Дмитрий Захаров. В поисковом движении он с 2007 года. Рассказывает, ежегодно число ребят, желающих стать добровольцами, растет. Но попасть в отряд все-таки непросто. В состав может войти, во-первых, школьник, которым создан этот поисковый отряд в той школе. Во-вторых, ему должно быть не меньше 16 лет, потому что определенная физическая нагрузка. Это и проживание в полевых условиях, в палатках, это и, безусловно, выходы полевые до 10-20 километров в день, нагрузка, которая ложится на школьника, безусловно, очень тяжелая. Поэтому должна быть физическая подготовка, должно быть, безусловно, медицинское разрешение со стороны соответствующих служб и, главное, психологическая готовность. Юные поисковики в полевых условиях проведут 2 недели. Экспедиция должна завершиться в канун Дня Победы. Мария Никифорова, Михаил Солин, Вести, Чебоксары.